Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić na tę scenę Ajdara Mużdabajewa, wicedyrektora telewizji krymsko-tatarskiej ATR. Благодарю вас. Для меня большая честь присутствовать на церемонии с лучшими журналистами этой прекрасной страны. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę i jest to dla mnie wielki honor, że mogę być tutaj z Państwem, z najlepszymi dziennikarzami w Polsce. Некоторых из вас я знаю уже лично, и я знаю журналистов польских, которые работают в Украине и которые работали в России. А с другими я, возможно, познакомлюсь. Очень рад тому, что вы меня пригласили. Z niektórymi z Państwa znam się już osobiście, znam wielu dziennikarzy z Polski, znam tych, którzy pracują w Ukrainie i w Rosji, a pewnie z pozostałymi poznam się później. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być z Państwem. Особенно я хочу поблагодарить польских журналистов за поддержку Украины в войне с Россией и за поддержку борьбы крымских татар за возвращение в Украину. Chcę bardzo podziękować polskim dziennikarzom za to, że wspierali Ukrainę w tej wojnie i że wspierali również Tatarów w tym trudnym czasie. Прежде чем рассказать немного о той ситуации, в которой оказался крымско-татарский народ, я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой видеоролик про нашу телекомпанию АТР, которая была запрещена российскими оккупантами в Крыму и вынуждена была переехать в Киев. Ale zanim jeszcze opowiem o sytuacji, która ma miejsce na Krymie i w Ukrainie, chciałbym, żeby obejrzeli Państwo krótki film na temat naszej telewizji ATR, która została zamknięta przez rosyjskich okupantów. Dziękuję. Dziękuję. Осталось в съемочной группе телеканала АТР на 100... Они требуют, может там не слышно, они требуют, чтобы мы выключили камеры. Я говорю, камеру пока вниз опустите. А вы... Все, убираем. Все, снимайте рюкзак, камеру, в руки берите. Эти люди пришли защищать здание телеканала АТР от захватчиков, их более 200 человек, они сами. Полицию. Пусть они приходят. Так, еще раз скажите. Одну секунду. Вот тот ребенок, который мы все вместе создавали с коллективом, который вы здесь все знаете, уже давно живете и общаетесь все вместе. Этого ребенка, вот так мягко говоря, удушают. У себя на родине, получается, мы оказались не нужны, да, мы не нужны. Я даже боюсь предположить, что этим все не ограничится. Будет, но так нельзя с нами обращаться. Крымские татары оказались в информационном гетто. АТР вынужден был прекратить вещание в оккупированном Крыму.
Знаете, что печально? Печально то, что Россия, придя в Крым, она так до сих пор и не поняла и сама не определилась, по-моему, до конца, зачем она это сделала. Потому что все лозунги и все вот эти вот ура-патриотические речи, которые были произнесены в тот момент, они в части как бы народов Крыма реализованы не были. Я благодарю вас за внимание. Я хочу немного рассказать о том, что такое единственный в мире крымско-татарский телеканал ATR. I teraz po tym filmie, jak Państwo widzieli, telewizja została zamknięta 31 marca 2015 roku i w związku z tym chciałbym opowiedzieć o sytuacji naszej telewizji, która działa teraz w Kijowie. Телеканал АТР – это независимый канал, который был лучшим в Крыму и вещал, и сейчас в Киеве продолжает вещать на 3 языках – крымско-татарский, украинский, русский. Telewizja ATR to jest telewizja niezależna. Wcześniej działała oczywiście na Krymie, teraz emitujemy z Kijowa. Telewizja emituje programy w 3 językach – krymsko-tatarskim, ukraińskim i rosyjskim. Когда российская армия пришла, чтобы оккупировать Крым, наши журналисты были в прямом эфире круглые сутки и показывали аннексию и незаконный референдум. Kiedy Rosjanie przyszli okupować nasz kraj, to nasi dziennikarze byli na antenie 24 godziny na dobę i pokazywali wszystko, co wtedy zachodziło, aneksję Krymu i nielegalne referendum. Ведущие телекомпании мира использовали наши репортажи для освещения событий в Крыму в марте 2014 года и дальше. Wszyscy prowadzący innych programów wykorzystywali nasze reportaże, żeby pokazywać to, co się właśnie działo w marcu i w kwietniu 2014 roku. И, конечно, российские оккупанты нам этого не простили. I oczywiście Rosjanie nam tego nie wybaczyli. Они требовали, чтобы журналисты подняли над своим телевидением российский флаг и присягнули на верность путинскому режиму. Żądano od nas, żebyśmy w telewizji wywiesili rosyjską flagę i podporządkowali się reżimowi rosyjskiemu. Мои коллеги отказались, и за что в апреле, 1 апреля 2015 года были закрыты по прямому указанию из Кремля. Moi koledzy odmówili takiego zachowania, dlatego też naszą telewizję zamknięto na początku kwietnia 2014 roku. Через 3 месяца, точнее через 4 месяца, телеканал АТР возобновил вещание из Киева. И с того времени мы являемся общеукраинским каналом, который смотрят во всей Украине. И мы рассказываем жителям Крыма о том, что происходит в Украине, и жителям остальной Украины о том, что происходит в оккупированном Крыму. I po 3, a dokładnie 4 miesiącach telewizja ATR wznowiła emisję już z Kijowa. Jesteśmy teraz telewizją ogólnoukraińską, pokazujemy mieszkańcom Krymu to, co się dzieje w Ukrainie i pozostałym Ukraińcom to, co się dzieje na Krymie. Нашим журналистам запрещено работать в Крыму. Это риск быть посаженным в тюрьму, поэтому нам приходится очень тяжело работать, но мы стараемся. Nasi dziennikarze nie mogą pracować na Krymie, bo może to skutkować osadzeniem ich w więzieniu. Jest nam bardzo trudno, ale bardzo się staramy. К сожалению, расправа с прессой это было только начало того,
что потом сделали русские оккупанты с крымско-татарским народом. Niestety był to tylko początek, bo to, co później Rosjanie zrobili z Tatarami, było o wiele gorsze. Сотни людей подверглись преследованиям, десятки людей пропали без вести, были убиты, посажены в тюрьмы. В Крыму сейчас более 100 детей крымских татар, у которых отцы сидят в российских тюрьмах. Setki ludzi były prześladowane, dziesiątki przepadły bez wiadomości, zostali zabici. Ponad 100 dzieci teraz ma ojców osadzonych w więzieniach. Они запрещают нам все. Они запрещают спортивные соревнования крымских татар. Они запрещают концерты. Они запрещают наших артистов. Не говоря уж о том, что они запретили наш национальный парламент. Zakazują nam wszystkiego. Nie pozwalają nam organizować konkursów sportowych, koncertów. Nie pozwalają występować naszym artystom. Вам будет это удивительно узнать, но российские оккупанты следят даже за тем, о чем разговаривают дети крымских татар в детских садах. Być może wyda się to Państwu dziwne, ale rosyjscy okupanci sprawdzają nawet to, o czym rozmawiają dzieci Tatarów w przedszkolach. Когда ты говоришь с человеком, который приезжает из Крыма, он рассказывает о своих ощущениях от жизни сейчас, и фраза, которую я чаще всего слышу, мы живем с открытой дверью. I jeżeli porozmawiają Państwo z kimś, kto mieszka na Krymie, to często można usłyszeć, że ktoś mówi: ja żyję teraz tak, jakbym miał cały czas otwarte drzwi. Это значит, что любой крымский татарин и любой человек, который посмеет там что-то сказать против России, он абсолютно беззащитен, с ним могут сделать все, что угодно. To oznacza, że teraz jakikolwiek Tatar powie cokolwiek złego na temat Rosji, może to oznaczać dla niego nawet śmierć. Представители коренного народа Крыма увольняют с важных должностей, дискриминируют в университетах, на работе, изгоняют с земель, где они построили свои дома, и делают все, чтобы крымские татары как можно больше ujeżdżali со своей родины. Rosyjscy okupanci mają na celu dosłownie wygnanie wszystkich Tatarów z Rosji. Tatarzy są zwalniani ze swoich urzędów, są dyskryminowani, tracą pracę i Rosjanie chcą zrobić wszystko, żeby Tatarów się po prostu z tego terenu pozbyć. Россия возобновила в оккупированном Крыму практику преследования целого народа по национальному признаку, что казалось немыслимым в 21 веке. Rosjanie zaczęli prześladować, śledzić wszystkich Tatarów na tym terenie, co może się wydać właściwie nie do pomyślenia w XXI wieku. Мы находимся в центре Варшавского гетто, где терпели унижение когда-то евреи. И мы знаем, к чему это в итоге привело. Teraz znajdujemy się właściwie w centrum byłego getta warszawskiego. Wiemy, do czego to wszystko doprowadziło. Путин в Крыму построил гибридное гетто, как я это называю. A Putin stworzył na Krymie swoje hybrydowe getto, tak to nazywam. В этом гетто вместо заборов страх. W tym miejscu panuje wszechobecny strach. Страх того, что с тобой в любой момент может случиться все, что угодно, и никто тебя не защитит. Ludzie boją się tego, że w każdym momencie może się z nimi stać cokolwiek i nikt ich nie obroni. Поэтому я считаю, что единственный способ помочь крымским татарам в этой ужасной ситуации, где они чувствуют себя без защиты, это как можно больше говорить о преступлениях России в Крыму. Dlatego myślę, że jedynym, co możemy zrobić dla Tatarów, to po prostu mówić o ich sytuacji, pokazywać światu, jak naprawdę wygląda życie na Krymie.
Если этого не делать, это может привести к трагедии, к тому, что крымских татар станет в Крыму все меньше, меньше и меньше. Они будут вынуждены уезжать от безысходности. Jeżeli nie będziemy tego robić, to może to doprowadzić do tragedii. Tatarów będzie na Krymie coraz mniej, będą wyjeżdżać, bo nie będą chcieli żyć w takich warunkach. Я благодарю многих польских журналистов, которые пишут об Украине, пишут о Крыме и пишут о крымских татарах. Это для нас самое важное. Большое спасибо вам. Bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy piszą o Ukrainie, o Krymie i o Tatarach. Bardzo dziękuję, to jest dla nas bardzo ważne. Айдар Муждабаев.